ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жители Шудаяга вновь бьют тревогу, опасаясь за сохранность экологии. Не прошло и полгода, как рыбаки именно этого поселка обнаружили в реке нефть. Теперь по центральной улице проехало несколько грузовиков с опасным грузом. По мнению местных, мимо их домов провезли емкости с титанотетрахлоридом. Те самые, что разгерметизировались на станции Микунь 22 августа. Уж больно они похожи. А значит, и без того оживленная проезжая часть стала еще опаснее. Самое пугающее, что прямо на обочине жилые дома, остановки, школа и детский сад. Транспортные пути проходят мимо нашего садика. И то, что строится вот на Яриге, с вот этим вывозом хлора, и действительно, что вот ЧП произошло в Микуне, и нет гарантий того, что поселок будет находиться в безопасности. То, что большегрузы везут небезопасное содержимое, активные жители поселка удостоверились, когда грузовики встали на ночевку между поселками Ярига и Нижний Доманик. Туда они, к слову, приехали без сопровождения и по разбитой дороге. Законом категорически запрещено провозить через населенные пункты груз, который опасен для жизни. Получается, что ЗАО «Ситек», а у него была возможность выбрать безопасный путь провозки химических грузов, он выбрал очень удешевленную схему. Жители поселка боятся, если в первый раз все обошлось, то предприятие продолжит работать по этой схеме. Грузов станет больше, класс опасности будет расти. Люди требуют найти альтернативу до того, как случится непоправимое. Мы бы хотели, чтобы как-то наши власти подумали и как-то в объезд, в облет, я не знаю, но не ценой жизни наших жителей поселка. Активисты не намерены сидеть сложа руки. Теперь они начали сбор подписей под письмом о запрете перевозки таких грузов через их поселок. Коллективную просьбу обезопасить себя и своих детей они планируют разослать во все возможные инстанции.